Мне не нужна мотивация для того, чтобы кому-то помочь или обратить на что-то внимание. Лия Агрба, глава организации «Клуб общественных дел», вместе с единомышленниками реализовала важнейший проект во время пандемии. Амбулаторный центр COVID-19 на Красном мосту. Вот такая возникла инициатива во время пандемии. И мы решили к ней присоединиться и написали проект «Мобильная ковид-бригада». Это служба, которая состоит из нескольких врачей, фельдшеров и водителей службы. Эта служба оказывает бесплатные медицинские услуги на дому, полный спектр медицинских услуг для больных COVID-19. В особенности она была как-то больше рассчитана на социально уязвимые категории маломобильных пациентов, но вообще никому не отказывали в помощи. В 2011 году амбулаторный центр закончил работу, но ребята сумели продлить его деятельность, привлекая государство, международные организации и местных предпринимателей. В итоге за все время зафиксировано 15 тысяч обращений граждан, обслужили около 5 тысяч пациентов. Лия – инициатор и локальной акции жителей улицы Сахарова в Сухуми. История с ее переименованием вышла скандальной. С самого начала мы отреагировали письмом. Я ходила, собирала подписи со своими друзьями. У нас была инициативная группа, собралась из ребят, которые, кстати, были в инициативной группе, ребята, которые не жили на улице Сахарова, но эта история их очень волновала. 250 человек, жителей улицы Сахарова, за один вечер мы собрали подписи, хотя было гораздо больше людей, мы просто не успели. Но нам никто не ответил. Но ночью, через несколько дней, тихонько почему-то появились таблички на нашей улице. Я не знаю, почему нас не спрашивают. По словам Лии, жители намерены добиться разъяснений от столичной администрации, так что эта история еще не завершена, как и деятельность инициативной группы «Харах Пицунда», в которую Лия тоже входит. Напомню, молодые люди провели в Сухуми 2 акции против отчуждения госдачи в Пицунде. Пицунда – это тоже вопрос моих переживаний, да? Вот как человека, который здесь родился, здесь вырос и здесь решил жить. На любую территорию, на территории Абхазии у абхазов должен быть доступ. И все должно быть открыто для нас. Я убеждена в этом. Я познакомилась с Лией несколько лет назад, когда она участвовала в разработке и лоббировании закона о защите животных в Абхазии. Проект уже находится в парламенте. Вместе с командой единомышленников она участвует в кампании по лоббированию принятия поправок в закон об абортах. Эта молодая глава такого же молодого клуба общественных дел успевает много, видимо, потому что полна энтузиазма и очень осознанно называет себя гражданской активисткой. Вот оно, новое поколение, которое выросло в современной послевоенной Абхазии. Конечно, молодежь разная, но ведь это же прекрасно. Спрашиваю, в какой Абхазии Лия хотела бы жить в будущем, ожидая красочного описания, но нет. Для меня Абхазия такая, какая есть сейчас, меня устраивает, но я хочу, чтобы Абхазия давала всегда возможность говорить, чтобы у нас была свобода слова. Это, наверное, самое главное для меня, потому что если есть это, все остальное можно будет решить. Возможность говорить – одна из ключевых свобод граждан Абхазии. Это наш воздух, и новое поколение уже это ценит.